Меня зовут Гульнара Дигенбаева. Я мама 154 детей. У меня частный детский дом Мерим-Булагы. Мерим-Булагы – это моя семья. На сегодняшний день проживает 9 детей. Все остальные выросли, получили образование и получают образование, продолжают получать. Я сейчас помогаю многодетным матерям, которые живут за этими воротами в селе. Там у нас 26 детей. Вот. Выпущено у нас где-то 140 детей. Самый первый ребенок, мы только начинали открывать детский дом, то есть готовили документы. И в этот момент к нам приехала одна женщина. Это был октябрь месяц, и она мне говорит: Гульнара, говорит, я слышала, что вы детский дом собираетесь открывать. Вот заберите, пожалуйста, вот такого-то мальчика, он здесь вот в Тюпе живет. Назвала адрес. И говорит, если вы его сейчас не заберете, он может погибнуть. И я попросила мужа, говорю, давай съездим, говорю, вот она мне адрес дала, говорю, давай мы съездим, посмотрим, что там за ребенок, говорю. И вот мы поехали, в общем, дом, полумрак в доме. Я сначала зашла, очень темно, ничего не видно. Смотрю, вот так пригляделась, смотрю, на кровати лежит женщина. Везде все так грязно, холодно, все разбросано. Я говорю, бабушка, а что это вы здесь, что случилось с вами? И вот она говорит, да, вот мою дочку с зятем убили, остался маленький ребенок 6 месяцев. И я, значит, меня парализовало сразу, я вот лежу. Вот. А где ребенок, говорю? Он говорит, а он здесь где-то. И я вот на самом деле пригляделась, смотрю, откуда-то ползет маленький ребенок, и в руках у него обгладывал ножку этого вороны. Он вот так вот обгладывал ее. Я его вот так вот на руки взяла. Он такой худенький, такой вот прям синюшный какой-то мальчик. Вот я его взяла на руки. Погрузили бабушку этого ребенка и повезли в больницу. Эта территория относится к бывшему Свято-Троицкому монастырю, который был построен в 1898 году вааламскими монахами. И здесь проживали монахи, православное поселение здесь было в этом селе. Но в событиях 1916 года здесь все было разрушено, и монастырь перестал существовать. В 1926 году, после революции, здесь вновь был организован детский дом, который возглавлял мой родной дед Назаралиев Орозалы. И он существовал почти до 1936 года. И в 1942 году, значит, здесь вновь организовывает детский дом детей, которых привезли из блокадного Ленинграда. Возглавила этот детский дом и поддерживала этих детей Токтогон Алтыбасарова. Здесь вот эта территория, здесь 1,5 гектара земли, но на ней такая история богатая. По преданиям говорят, что здесь был, значит, армянский монастырь, который был разрушен и ушел под воду. Здесь же стоял монастырь православный, не монастырь, а храм, большой храм стоял вот здесь вот. Его разрушили в 1916 году. И здесь же, на этом месте, Токтогон Алтыбасарова встретила детей блокадного Ленинграда. 230 детей привезли. Вот. Из них она 160 детей взяла и в бывшем Свято-Троицком монастыре разместила. А остальных детей наши местные жительницы по одному, по двое, по трое детей забрали. И вот в 2022 году мы с детьми установили памятник Токтогон Алтыбасарова. И здесь хотим разбить парк, не парк, а аллею матерей. Здесь местные жители были против. Я 23 года судилась за эту землю.
И только в 2018 году я все-таки выиграла все судебные процессы. И вот сейчас хотим создать здесь аллею. В 2015 году Токтогон Алтыбасарова сама лично посетила детский дом наш. Во время встречи она рассказала о том, что именно в этих стенах она, значит, приняла здесь 160 детей блокадного Ленинграда. Когда она увидела большое количество детей вокруг меня, и которые все меня называют мамой, она прослезилась и сказала: «Ты будешь моей дочерью, потому что ты продолжаешь мой путь». Вот. И когда она рассказала всю историю, как это было на самом деле, и даже вот я помню, что она вот идет по коридору, заходит в одну комнату с палочкой такой, а мы сзади все идем с ней вместе. И она, значит, остановилась такая в раздумье и говорит: вот я не знаю, говорит, я всю жизнь думаю об этом. Ей 95 лет. Она говорит, я всю жизнь думаю об этом. Вот здесь вот Ефим спал, говорит, а вот здесь Егор спал, говорит. Почему они постоянно дрались, говорит. До сих пор не знаю, говорит. И мы все, и она такая в раздумье ушла, такая тишина наступила, и мы так, а у меня ком в горле, да. Думаю, вот этой женщине 95 лет, и она все еще думает об этом Ефиме и Егоре, и постоянно переживает за то, что они дрались, оказывается. А за что, она до сих пор не знает. И когда она уехала, у меня сразу возникло желание, а что если, говорит, мы создадим аллею матерей? Я как-то схватилась, прям с радостью схватилась за эту идею. Говорю, конечно, будем, давайте, это так здорово, потому что эта история, вот она, герой нашего времени. А образование, что такое образование? Это образ, через образы передавать детям какие-то знания. Вот она образ героизма, образ терпения, любви. Тут крымскую сосну посадили, березу. Все принялось, все деревья. Вот это аллея наша. Сибирь! Нигде такого столько снега нет, как у нас. Это таблички людей, которые посвятили, каждое дерево посвятили своим мамам. Только в 2024 году мы провели здесь первый международный форум «Материнство, милосердие, память» называется. Приурочили ее к 100-летию со дня рождения Токтогон Алтыбасаровой. 230 детей было привезено, из них 160 детей Токтогон Алтыбасарова размещает в бывшем Свято-Троицком монастыре. Остальных детей местные жительницы разбирают по своим домам, по одному, по двое детей. К сожалению, эти женщины, эти жительницы остались в забвении, но мы ведем поисковую работу тех женщин, которые в то время, во время Великой Отечественной войны, взяли по одному, по двое детей блокадного Ленинграда, и хотим увековечить вместе с Токтогон Алтыбасаровой. Здесь вот увековечена память матерей разных национальностей. Здесь и татарка, и узбечки, и киргизы, и другой национальности, и уйгурка. В материнстве и детях вообще нету никакой национальности, когда идет речь о спасении, да? Когда речь идет о том, чтобы о сострадании, когда речь идет. В 2015 году мы провели мероприятие, называется «Маршрут памяти». Пригласили ее детей сюда. Здесь слез столько было, особенно я тут просто рыдала. Они все очень много чего рассказывали. Вот здесь вот каждый кустик они знали. Вот они ходили здесь, потому что они здесь же выросли, и поэтому они обо всем рассказывали, о каждом кустике. Как они ловили рыбу, как они ели барбарис, как они ели
облепиху, как люди приносили. И они очень были благодарны нашему кыргызскому народу за то, что люди, несмотря на такие трудные годы Великой Отечественной войны, когда у них мужья ушли, сыновья ушли на фронт, и оставались одни женщины, и они делились то маслом поделились, то мясом, то зерном. И вместе эти женщины, народ мой в Кыргызстане, они все объединились вокруг этих обездоленных детей и помогали этим детям. И они, вот эти вот дети, они все это рассказывали. Они все это рассказывали, плакали и очень-очень благодарили наш народ. Это амбар еще был построен в 1898 году. Монахи его использовали как место для хранения зерновых. Вот. Когда мы сюда приехали, готовили его к тому, чтобы его разобрать и так далее. Я сразу его оформила, немножко там крышу перекрыла, значит, чтобы сохранить хоть как-то это здание. Потому что это старинное здание ручной работы. Я в будущем хочу здесь сделать музей какой-нибудь. Ну, это моя мечта, сделать музей какой-то, чтобы люди могли приезжать, знакомиться с какими-то историческими артефактами. На сегодняшний день стараются поджечь его, разбить там все. У меня очень светлые планы на то, чтобы наше село развивалось, все-таки какие-то очень хорошие образовательные центры открывались, чтобы это все восстанавливалось, чтобы у людей была работа, чтобы люди могли трудиться, потому что здесь люди в основном весь народ здесь образованный. Вот. Есть педагоги, там есть и работники сельского хозяйства. И поэтому очень-очень хочется, конечно, чтобы все это развивалось, навести красоту. И люди могли сюда приезжать, знакомиться с монастырем, знакомиться с Токтогон Алтыбасаровой, вот, знакомиться заходить в этот музей. Там. Жалко очень. Историческое такое здание. Туда что только там не устраивает. Мы установили камеры, перегородили это все. И сейчас хотим, подумаем там, какой музей будет. Ну, чтобы это какая-то центр был для людей. Они в парк сходили, в этот аллею посетили, историю послушали. Дальше, значит, сюда зашли, посмотрели. То есть какой-то досуг культурный должен быть. Это все должно что-то работать, чтобы оно меняло сознание людей, там, нашего поколения, детей. Вот. Для этого и делается это все. Вот эта улица, я ее назвала многодетных матерей. Почему дети оказываются в детских домах? Потому что матери не могут справиться с теми трудностями, которые выпадают на их плечи, то муж уходит из жизни, и она остается с этими детьми, она не справляется, и ей приходится бросить, оставить детей, уехать на заработки. Поэтому дети оказываются вот в таких трудных жизненных ситуациях. Наши службы, они видят, что ребенок в трудной жизненной ситуации, они, значит, забирают этого ребенка и лишают родительских прав матери и отправляют в какие-то детские учреждения. Вот. А ребенок, я вот сама знаю, я вырастила 157 детей, ребенок, он всегда думает, всегда ждет своего
свою биологическую мать. Мы делаем все возможное, чтобы ребенок не оказался в такой ситуации без матери. И поэтому мы решили помочь матерям. То есть мы, если встретится нам многодетная мама, у нее нет жилья, ей трудно справиться со своими детишками, мы тут идем на помощь. То есть и мои дети, и я, и все наши сотрудники, педагоги, все стараемся объединиться вокруг этой мамы, помочь ей психологически, юридическую помощь оказать, педагогическую помощь оказать. Вот. И ребенок чувствует себя защищенным, и поэтому, значит, у нас здесь несколько домов, вот отсюда начиная, они живут в этих домах, и мы во всем стараемся делиться. Если, допустим, нам привезли какую-нибудь помощь, мы разделим все это, и это дети видят, и они становятся частью нашего дома, частью нашей семьи. Вот это и есть ценность семейного воспитания. И мы вот таким образом помогаем этим многодетным мамам. И вот из числа этих детей, которым мы помогли с мамами, один мальчик у нас поступил в МГУ. Вот, и мы уже 100% знаем, что, окончив этот вуз, он обязательно уже вытянет свою семью. Это вот монастырское строение. Здесь до 1916 года жил священник. Рядом был еще точно такой же домик. Там тоже жил священник. То есть здесь по архивным документам было 3 храма. 3 храма. Вот тот, который мы отреставрировали. Здесь вот большой храм был. И вот здесь вот был храм был. Поэтому здесь вот тоже историческое здание. Вот она сейчас в таком состоянии, но она в частной собственности, поэтому отреставрировать или что-то сделать просто нет возможности. Поэтому она просто вот кто-то ее купил, и вот она стоит и просто разрушается, и все. Вот эта вся территория этого села протяженностью 2000, значит, у них гектаров земли было. Здесь жили монахи и насельники этого монастыря. В событиях 1916 года, когда произошли эти события, когда не только монахи погибли от рук мятежников, но здесь еще и погибли мирные жители. Этих мирных жителей потом поспешно захоронили вот под этим 4-этажным зданием техникума. Это общежитие техникума. И когда я приехала сюда, и когда я узнала о том, что под этим зданием находится братская могила, то мне не дает покоя, что нужно снести это здание и вот здесь вот установить часовню по умершим. В советское время здесь студенты жили, но они не могли здесь жить, потому что постоянно у них здесь то двери сами по себе открывались, было у них какие-то видения. И вот в этом общежитии никто не может до сих пор жить, потому что вот она стоит на вот этой вот братской могиле. До сих пор не могут жить, потому что комнаты все хорошие, но никто не может здесь жить. До тех пор здесь не будет мира, до тех пор, пока здесь все-таки не почтут память умерших людей. Здесь и дети были, здесь и женщины были. Ну, раз уж они вырыли большую братскую могилу, значит, было умерших много.
Я даже книгу написала об этом. Там даже, когда было захоронение, оказывается, посадили 7 дерева. Вот на сегодняшний день там 5 дерева есть, а 2 дерева уже было срублено. Это был знак того, что здесь вот именно под этим зданием была братская могила. Мне, как матери, очень тяжело проходить мимо этого здания, зная о том, что здесь была большая братская могила, где были захоронены не только русские православные, а были и кыргызы захоронены, потому что на самом деле в тех событиях 1916 года там никто ни с кем не разбирался, вот, просто были погибшие, и их всех вот здесь вот и захоронили. И поэтому очень давно хожу и хочу, чтобы у меня такая идея, хочу, чтобы здесь все-таки увековечили память тех людей, которые погибли и которых захоронили. Может быть, какой-то мемориальный комплекс был бы, чтобы люди могли помнить о том, что здесь есть захоронение, что здесь захоронены люди. Хочется, конечно, это сделать. Там не только береза, сейчас вон, видишь, вон еще другое какое-то дерево растет. Все, оно здесь не прижилось, потому что здесь могила, огромная могила. Она поэтому здесь и не прижилась, и не приживется. Даже в советское время студенты здесь не могли жить. Им всегда мерещилось, что двери кто-то открывает. Но это понятно, духи этих людей, они не дадут никому покоя. Вот представьте себе, здесь могила, а взяли и построили огромное здание, и еще туда студентов загнали. Живите здесь, как они будут жить? Это невозможно. Здесь просто напрашивается, чтобы что-то могли построить такое и увековечить их память. Посчитайте тут. Как еще тут стоит? 7 тут должна. А те, Какие 7 деревьев? Ну, посчитай. Вот тут 7 деревьев стоят. Что давайте? 7 или сколько? Чеш. 7 должна. На, очень 7. Детин бири кызыр деген сөз да, түсіндіңіз бе? Сондай да. Мұны 300 жыл мұрын тіккен да, айналайын. 300 жыл? Мұрын тігілген да. Гүлек жоқ кезде, чын ба? Не было этих лопат? Өстігі жоқты. И просто... А машина қарар, мына вот рыты стоит. Күшіп кеткенді, түсін ба? Қырғызша көмілген, бұсырмачы көмілген да. Это все обвалилось. Бұсырмачы көмілген екен да, болды. Сондай да. Тияқтағы бияқ өткен әлі. Очен есі бар деп атқан, ұшыны түпті солғанда Корея кіші бір айдан өліп қалды. А тот, человек, который выровнял все это, он через месяц умер, оказывается. Вот кеткен да. Покой не давал, то ночью покой не давал. Если другой месте, вот тогда покой был. Дух другой, духу дает, да? Здесь дух был, да? Дух, может звать. Я тут тоже был. Вот он, вот этот житель села, его мама когда-то работала в детском доме, о котором мы говорили, который организовала Топтогон Алтыбасарова. И он рассказывает, что значит, после событий 1916 года вот здесь вот было захоронение, и тогда не было лопат, говорит, кое-как вот так вот руками разгребали, значит, хоронили людей. И, значит, потом на место их вот эти вот деревья были посажены. 7 деревьев было посажено, говорит. Вот здесь вот мы видим как раз это деревья. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь вот, по-моему, одно дерево было, его вот корень лежит, скорее всего. Вот эти 7 деревьев было посажено, чтобы, ну, как бы не потерялось это. Вот. А здесь, видите, как вон туалет построили на могилках. Вот это вот общежитие построили. Вот мусор разбросали здесь
Поэтому вот здесь вот как раз нужно пересматривать это место. Раз мы уже люди сознательные, образованные, знаем эту историю, надо как-то по-другому рассматривать этот вопрос. Это вот наша мечеть в нашем селе Акбулун, которую построили в 2015 году. Участок, когда мы восстановили в 2013 году храм, то чтобы наши, местные, у них тоже был духовный центр какой-то, и я, получила вот этот участок, в Айлукмуту, и, начали строительство мечети. То есть тут все были задействованы, весь народ был задействован, все они, собирали какие-то деньги, но большую часть денег выделили мои подопечные дети, которые, ходят в мечеть, в исламе. И когда они приезжают сюда, они приходят сюда, молятся. Мои православные дети в свой храм идут, мои мусульмане дети молятся здесь. К сожалению, сейчас документы еще не все в порядке, и поэтому запретили людям молиться, потому что нужно документы привести в соответствие. Это вот требования это комитета по религии, и поэтому сейчас идет на стадии того, что они узаконят эти документы. Ребята, здесь у нас есть один имам, который все это время молится, и тогда уже будем здесь полностью, как разрешение дадут, и тогда народ, наверное, полностью будет реставрировать, улучшать состояние мечети. Я не знаю, например, что-то рушится, я переживаю очень. Я говорю, давайте наладим, давайте деревья посадим, давайте это сделаем, давайте это улучшим. Вот я не могу спокойно сидеть и и ладно, дети выросли, да. Каждый зовет меня к себе. Давай, мама, сюда приезжай, все уже, не надо работать, живи у нас, не надо ничего делать. Но я не могу так. Я рождена, наверное, у меня, наверное, такую душа такая, что ли. Я не могу. Мне нужно обязательно созидать, мне нужно что-то делать, мне нужно все там, чтобы оно улучшалось. И не знаю, откуда-то появляется сила, энергия. Хочется работать, и этим, наверное, и живешь, что ты на благо других людей хочешь что-то сделать. Больше думаешь о других, не сколько о себе, а больше думаешь о других. А саму себя, мне кажется, что-то какая-то энергия, видимо, божественная какая-то энергия, она как-то тебя тоже дает тебе силы. Из-за того, что ты думаешь о других, и Господь, Аллах, Иисус Христос, боги, скажем, божественное что-то дает, какие-то силы. Все, что я могу сделать, и это я делаю от сердца, и я знаю, как это делать, то я буду делать. Что бы там ни случилось, кто бы мне не мешал бы, кому это нравится, не нравится, но я буду это делать, потому что я понимаю, что я как мать хочу внести свою лепту в развитие нашей страны, любимой моей страны, которую я очень люблю, и люблю тот народ, который в нем живет. И то, если каждый из нас понемножку будет что-то делать,
каждый из нас понемножку что-то будет творить, то я думаю, что что-то все равно хорошее должно выйти. И какие-то результаты хорошие быть. Вот, например, меня никто не просил, я взяла, открыла этот детский дом не для славы, не для чего. Я просто решила помочь этим детям, потому что я сама знаю, что такое, когда ты живешь без родителей, когда у тебя нету заботы родительской. Вот. И я решила просто им помочь. И буду дальше помогать и по мере возможности, как я смогу это сделать. Силердин да жаңы жылыңыздар жакшы, Кудайыма шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Да вот работаю. Келип. Үйдөгүлөр тынчпы, жакшы элеби? Бала чакаңар менен. Билбейм. Балдары анда да таттуу болот экен. Неме деп коет, балдар жүрөк болсо, небере жүрөк чөгөт. Ооба да. Сөз сүйлөй албайм десең, кайсы бирди айтам. Силер эс алып атасыңар? Жок, биз жумуштан келебиз. Акча төлөгөн кетчү. Мектеп размышлар. А можно вас спросить, а как село относится к детскому дому? Не поняла вопрос. Как сельчане к детскому дому относятся? Ну, хорошо относимся. Мы любим Гульнареде, уважаем ее. У нее большое сердце. Она и к детям относится очень хорошо прям. Они любят все дети. Мама, мама называют все. Вот она у меня в классе Ксения учится. Она вас очень прям любит. Мама в Бишкек уехала, скучает иногда. Вот. А вы в Мы школе? любим ее, Гульнареде. Она очень-очень такая интеллигентная женщина. В селе все уважают ее. А вы в школе работаете? Да. учителем? А вот такое количество детей, которые в детском доме, это же тяжело учить? Конечно, тяжело одной воспитывать. У нее большое сердце. А как школа с этим справляется? Ну вот, много же детей. У нас в школе сейчас не так уж много детей. Раньше было много, у Гульнарджи тоже когда-то много же было детей. Сейчас все выросли, уехали, учатся. У нас тоже мало осталось. А в школе сколько учится примерно детей? Ну, где-то в районе 100 учеников у нас. Очень мало осталось у нас тоже. Потому что как бы молодые уезжают в другие страны. То есть не хотят тут в селе жить, как бы, да? Ну, в скором времени, наверное, будут жить молодые А семьи. вы учителем кого работаете? Что преподаете? Английский язык преподаю. И завучем одновременно работаю. Ну, супер. А у нас еще это по поводу, почему у нас сейчас со школой такие очень хорошие тесные отношения, потому что я всегда хочу, чтобы ребенок пошел в школу, его там любили. Он пришел домой, его здесь любили. И поэтому мы все делаем, стараемся. Вот даже в этом году мы обеспечили полностью школу учебниками. Полностью всю школу учебниками, чтобы они уже у детей не требовали деньги там или еще что-то, что нет учебников, иди купи учебники. Нету такого. Все, мы обеспечили полностью со всеми учебниками, которые нужны детям. Вот. И постоянно учебниками, книгами помогаем. Все, что нужно школе, как-то поддерживать их, и мы всегда поддерживаем. Поэтому и дети в такой вот обоюдной любви находятся со школы села Акбулун. И закончив эту школу, они пошли дальше. И вот 100 с лишним детей у нас получили высшее образование. Все они учились в этой школе. Вот. Ну, хорошо. Учительница, и она учила русскому языку наших детей. И одинокая бабушка. И мы сейчас за ней все ухаживаем. Поэтому мы здесь, вот она приходит сюда, чтобы она здесь не подскользнулась, не упала. Дверь тоже прикроем, только чтобы она могла открыть и прийти. Вот. И она приходит сюда, мы ее искупаем, мы ей накормим, посидит она здесь, поговорит с нами, с детишками, а потом уже уходит.
Вот. То есть наша семья, она такая цельная. Тут и бабушки у нас есть, и многодетные мамы есть, братья, сестры. В общем, как-то вот такая целая, цельная такая семья у нас. Кто решает? Кто решает? Ксюша? Да. Играйте, играйте. Вон, лучше ныряйте вон. Потом будем менять. Папуль, можно его и в сад досунуть? Да. Как будто он ящерицу съел. Куда? Прям вот. Вот сюда? Да. Чтоб ты делаешь, что не засунешь. Все, Нормально? он что-то забрал. Вот как теперь до глаза-то добраться-то? Пуговки. Видишь? Да. Еще на территории, значит, вот амбар сохранился, а здесь вот у соседей сохранился пекарня, в котором просфоры пекли. Сохранили, вот мы сохранили вот это вот малый храм Смоленской Адигитрии, восстановили его. Вот эту колокольню я сама придумала. Это вот из газовых баллончиков. Это вот исторические документы, фотографии. Это была вот церковь Свято-Троицкого монастыря. Вот как раз вот эта вот церковь, это вот как раз та церковь, в которой мы сейчас находимся. Здесь эта церковь, вон там мы сейчас пройдем, я покажу вам эту церковь. Это вот эта церковь стояла вот на берегу озера. Но ее разрушили во время мятежа 1916 года. А это те монахи, которые здесь жили, приезжали, жили здесь, которые были казнены, репрессированные. Вот, в котором мы сейчас находимся, вот он был в таком состоянии. Когда мы пришли, он уже был весь разрушенный. Но когда мы узнали о том, что здесь храм, и старец, отец Наум, сам приехал, когда здесь, и он здесь ночевал. Вот в этом разрушенном храме он здесь ночевал, молился. И это было в 2003 году. А в 2013 году вдруг у нас появляются деньги. Приехал к нам один человек из Москвы. Ну, такой простенький, так приехал помолиться там. Вот он как раз вот в этом разрушенном храме молился. И, значит, через 2 дня, когда он собирался уезжать, он отдал нам 500 тысяч рублей. И тогда я собрала детей, говорю: дети мои, вот так вот у нас вот такая сумма есть, что нам делать, давайте посоветуемся. Ну, кто-то советовал, значит, машину купить, кто-то советовал там еще что, ремонт сделать, а большинство детей посоветовали восстановить храм. Вот. Среди детей, конечно, были и мусульмане, которые сказали: мам, у вас люди приезжают молиться, а он, смотрите, какой он весь разрушенный, давайте восстановим этот храм. Ну и, в общем, мы решили эти деньги
вложить в это дело, восстановили его, отреставрировали. И, значит, послали фотографию этому человеку, чтобы он хоть обрадовался. И он тут, значит, не ожидал, что мы вот так поступим. И он говорит, пришлите мне смету, чтобы я вам помог закрыть кровлю. Поэтому у нас одного цвета и кровля, и здесь кровля, и там кровля одного цвета. Ну, иконы, вот эта икона, например, привезли, я в Бишкеке на улицу вышла, мужчина на машине, на москвиче подъехал и говорит, а вы не знаете, где здесь русские живут? Я говорю, да вроде вот здесь, вот там живут. Он побежал, постучал везде, а там никто не открыл. Я говорю, а что, а почему вы русских ищете? Он говорит, я вот в Россию уезжаю, хотел подарить икону, мне ее жалко, говорит, оставлять где-то. И вот, а я ему говорю, вот вы не поверите, говорю, я живу в монастыре. Он так гляделся мне, говорит, вы не Гульнара? Говорит, я говорю, Гульнара. Он говорит, ой, какое же счастье, говорит. Вот, забирайте, говорит, а это как раз рождение Богородицы, икона рождения Богородицы. Это очень старинная икона. Вот. И я сразу позвонила Афанасию, говорю, отец Афанасий, говорю, вот так вот привезли такую икону. Значит, приехал, говорит, это, говорит, эту икону, говорит, мы повезем крестным ходом, говорит. И вот столько людей собралось в Бишкеке, и вот столько машин, и вот на этой машине, вот она ее с таким величием, с таким уважением везли мы ее сюда. И здесь, значит, батюшка взял, значит, здесь крестный ход с этой иконой, и вот он, как он ее поставил, вот так она у нас стоит. Вот. Мы очень любим эту икону. Эта икона – это преподобный Ираклий, который здесь жил. Один из всех, который спасся здесь. Вот он когда здесь, и он был свидетелем того, что здесь происходило. Он тоже сейчас причислен к лику святых. Это вот наш такой вот хранитель наш. Мы его тоже очень почитаем. А это вот написал его образ местный художник. Тех помещений, в которых мы живем, это вот братские комнаты, помещения для вот монахов. Вот. И монахи сюда пришли в 1895 году. И они здесь по благословению митрополита они, значит, начали организовывать здесь монастырь. Конечно, об этом очень много можно говорить. И потом история очень большая этого места. В XIII веке, оказывается, здесь был монастырь, христианский монастырь братьев армян. А после них пришли вот православные христиане, они тоже организовали этот монастырь. И вот то, что сохранившиеся помещения, сохранившийся храм, это вот как раз то, что осталось от монастыря, Свято-Троицкого монастыря 1895 года постройки. И мы, когда пришли сюда в 1997 году, то здесь был какое-то помещение для школьное какое-то помещение было, но мы не знали, что здесь монастырь. И я понимала, что это какое-то старинное здание, но о том, что здесь такая большая история, я, честно говоря, даже не знала. Но потом уже впоследствии в 2003 году приехал старец Наум из Троицы Сергией Лавры, и когда он приехал здесь у нас, и он рассказал историю этого монастыря. Конечно, для нас было это удивительно. Мы еще больше трепетнее стали относиться к этому месту.
все-таки святыня. И вот таким образом мы сами волей-неволей стали хранителями этой святыни православной. Получили разрешение на ведение службы. В общем, сейчас уже как бы все уже законно. И люди имеют право приезжать сюда, молиться. Конечно, это были очень своего рода тоже трудности, чтобы и получить разрешение, и вообще все это было очень тяжело, но все это сделали, получили. И сейчас вот мы открыли двери для миллионов верующих православных, которые могут приезжать на свою святыню, молиться. И естественно, эти молитвы, они благотворно влияют и на моих детей, и на нас самих, и на нашу страну, я думаю. Вот. Да, это у нас кухня, столовая, где у нас дети кушают. Значит, они сами стараются, мы учим их готовить еду, сами убирают со стола, сами моют посуду. Вот. Здесь у нас пищеприготовление происходит вот здесь. Вот здесь вот у нас готовится еда, печется, еда готовится. И детей учим, чтобы они сами участвовали в процессе приготовления, учились этому. Здесь вся у них посуда за этим баром. Здесь вот как раз все собираются, кушают. Вот. Огромная библиотека. Да, здесь у нас большая библиотека. У нас дети читают. Вот. Ну, во всяком случае, почему мы добились таких хороших результатов, это процесс знакомства с классикой. Вот поэтому дети у нас читающие дети. Дальше. Здесь у нас эта зона, уроки делают. Но сейчас вот у нас дети приехали, мы им поставили кровать. Они здесь ночуют, здесь, в общем, занимаются. Здесь занимаются, здесь занимаются. Здесь закрыто, здесь у нас комната для... Что, реально снимать? Угу. Здесь у нас игровая комната, здесь вот, вы видите, игровая какая должна быть. Вот она игровая. Быстрее, снимают уже. Снимает. Вот. Здесь у нас мальчики живут. Здесь у нас девочки живут. А у кого чище, у мальчиков или у девочек? Ну, вы уж должны определить, у кого чище. Здесь вот девочки живут. Вот там тоже занято. Здесь у нас живет воспитанница наша. Воспитанница, которая уже выпустилась, но она замужем. И вот как бы здесь она живет. Это ее комната. Что случилось? Не ругайся. Ну-ка, иди помирись сам. Иди помирись. Вот здесь вот она живет у нас. Ждет второго ребенка. Вот. Здесь у нас Пейди живет. Вот она, у нас красавица наша. Пойдюшка, 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 пойдюшка. Вот.
Здесь у нас санузлы, ну, стирают. Здесь у нас душевая кабина. Вот. Ну вот душевая кабина у нас здесь. Здесь вот у нас санузлы. И еще у нас есть второй корпус. Я, честно говоря, когда работала с детьми, я все время наивно думала о том, что будут и государственные структуры, и люди сами как бы понимать, какую работу мы несем, да? Что у нас нету никаких коммерческих целей, у нас нету никаких мыслей о том, чтобы на них какие-то деньги зарабатывать или еще что-то, бизнес какой-то, да? Детский дом – это расходная организация, потому что он постоянно потребляет. Даже в семье, возьмите семью, разве дети чем-то отвечают? Они только на старости лет могут ответить. А до этого времени родители все равно вкладывают в этих детей и образование. Вот. А, конечно, и, к сожалению, я встретила на своем пути, вот, когда судилась со многими организациями, вот, ими двигало желание чего-то забрать, там, чего-то, ну, ради бизнеса, там, ради чего-то, да. Ну а почему у сирот забирают что-то? У них и так ничего нет. Вот. Это извечный вопрос. Хочется, конечно, у них самих спросить. К сожалению, они не отвечают на этот вопрос. А мне бы самой хотелось бы услышать, почему? Почему вы можете забрать, как бы, есть же так, как у Крылова басня такая, у сильного бессильный виноват, понимаете? И это очень актуально на сегодняшний день. Они стараются как-то вот найти бессильных и забрать у них то, что у них есть, например. Вот. Но так получилось, что открыли мы детский дом в бывшем Свято-Троицком монастыре. То есть, когда они узнали о том, что это святыня, многие, у них сразу появилось желание здесь открыть какой-то дом отдыха там, или еще что-то, или какой-то духовный туризм какой-то, и зарабатывать на этом деньги. А до этого это здание? Абсолютно никому не нужно было. Оно было на балансе Айлук-Муту. Вот. Или на балансе Айлук-Муту, ну, в общем, или администрация нам выделила. Тюбская райгосадминистрация. Например, здесь такое произошло. И начались вот эти судебные тяжбы. Мы 23 года судились за эти земли. Вот. И в конце концов мы отсудили эту землю. И все равно все это, как бы, тяжбы продолжались. Были люди, которые все равно хотели это место забрать, сделать такой какой-то некий какой-то духовный центр какой-то, но где можно зарабатывать деньги. Забрать хотят уже, потому что все отремонтировано. Да, совершенно верно. Все отремонтировано, вся инфраструктура как бы уже поставлена, поэтому хотели забрать. Но я все-таки приняла решение, я и мои дети, мы приняли решение это все передать Русской Православной Церкви, потому что по праву это им принадлежит. Они строили, они молились здесь, это их святыня. Поэтому я думаю, что это по праву им должно принадлежать. И мы с детьми, с моими детьми передали им. Очень благодарны, что какое-то время это место явилось обителью для наших детей. И даже в 1942 году для детей блокадного Ленинграда это стало обителью. Поэтому я думаю, что это место навсегда будет помогать и быть здесь на благо людей. Вот скажите, пожалуйста, а Сыкота у вас, ну то есть, почему вы решили там еще один детский дом делать?
Дело в том, что мы даже и не думали там делать филиал детского дома. Приехал один человек, который уезжал в Россию. У него погиб сын, пограничник, и у него очень большое горе было. И это его высокоте, вот это вот все, что сейчас принадлежит детскому дому, оно было в его частной собственности. И вот он решил, значит, подарить любому детскому дому. Он объезжал все детские дома и остановился на нашем детском доме. Я, честно говоря, боялась даже брать это место, потому что мне всегда казалось, что меня хотят подставить. Ну как так? Взять свою частную собственность, просто подарить. Вот. И я, естественно, пригласила юристов, и чтобы они посмотрели документы и могли они дать как бы, ну, заключение о том, что можно брать в дар. Вот. И когда я уже согласилась взять в дар, он даже мне дал $500 на оформление и улетел. Когда он улетал, я его решила проводить. Я говорю: да, Афанасий Иванович, можно я хоть вас провожу? И он согласился. Я приехала вместе с ним в аэропорт, а там такая вот светлая такая перегородка была, и вот он уже прошел регистрацию, значит, сел там, что-то пишет, потом подошел к вот этой прозрачной перегородке и вот так вот положил бумажку. А там на бумажке было написано: пусть это место служит детям. Вот, вы знаете, там заплакала. Я говорю: ну как так можно быть? И я вот свято сейчас выполняю его желание. Этот человек ушел из жизни в прошлом году. И вот выполняю. Пусть она служит детям. Я считаю, что пусть она служит детям. Его же у вас тоже неоднократно пытались забрать. И до сих пор собираются забирать. У нас 21 год идет, 21 год как идет разбирательство по этому вопросу. Мы несколько раз судились, у нас очень много кругов судебных, значит, тяжб было, вплоть до Верховного суда, но мы все суды выиграли. Все суды выиграли. Единственное, что местное самоуправление и это руководство курорта Issy-Kotay, они просто не выполняют решение суда. Не выполняют. Они должны были уже решением 2007 года, они должны были 2007, 2008, 2009 года, они должны были все наши документы привести в соответствие. Но, к сожалению, до сих пор не приводят. И поэтому нам приходится писать губернатору, там, прокуратуре, генеральной прокуратуре. То есть я уже оббила пороги 4 губернаторов, 5 акимов, там 4 глав Айлок Мөтө, 4 генеральных прокуроров. Вот. И постоянно я хожу, постоянно пишу письма, постоянно что-то им хочу объяснить, доказать. Все как бы соглашаются: да, мы поможем, но, к сожалению, пока никто не помогает. Многие думают: у вас же частный детский дом, на чем вы зарабатываете, ну откуда вы берете деньги? Ну, здесь вот на Иссык-Куле у нас было очень хорошо развито животноводство, растениеводство. Мы как основные продукты, значит, сами зарабатывали, то есть картофель, пшеницу, муку, там основные продукты мы сами здесь, мясо, молоко, кефир, творог, все это мы сами зарабатывали. Но в 2020 году во время пандемии нам очень тяжело пришлось, поэтому пришлось и скотину продать, и еще плюс местное самоуправление у нас забрали пахотные земли. Вот. И в этот момент нам очень тяжело стало, потому что у нас студенты обучаются, мы их поддерживаем, чтобы они не бросили учебу свою. И единственное доходное место у нас оставалось — это Issy-Kotay. То есть люди приходят, купаются, они платят там по 100 сомов, и эти деньги собираются и обеспечивают тех студентов, которые обучаются. То есть копятся какие-то деньги, отправляем на учебу, оплачиваем за учебу, там, одежду,
и те, кто в высокоте живет, оплачиваются электроэнергией и так далее. И они хоть немножко денег пересылали нам сюда, чтобы мы оплачивали хотя бы электроэнергию, потому что у нас здесь больше никакого дохода нету. У нас никто бизнесом не занимается. У нас сейчас дети только начинают вставать на ноги, и то тех дети, которые закончили учебу, вот они профинансировали нас, чтобы мы поставили памятник Токтагон Алтыбасаровой, вот, мечеть в нашем селе построили. И мало-мальски помогают тем студентам, которые рядом с ними находятся. И вот большая помощь от этих детей, но у них тоже период становления идет, они тоже создают свои семьи. И мы не можем свои проблемы, общественные проблемы, плюс еще проблемы детского дома взять и повесить на них. Мне очень стыдно, честно, просить у них какие-либо финансы, потому что у них идет период становления, у них нет жилья, они сейчас какие-то деньги зарабатывают, у них свои дети, которых надо обеспечивать и на учебу их отправить. Поэтому Сокота для нас это единственное доходное место, где мы трудимся и хотим, и помогаем этим детям.